Начиная работу над фильмом о Платоне Алексеевиче Аюнском, нам довелось вникать во многие перипетии судьбы человека, выдающейся личности, коренным образом повлиявшего на развитие исторических событий, в которые были вовлечены все народы Якутии. Говорят, история не терпит сослагательного наклонения, то есть недопустимо делать какие-то предположения по уже случившемуся факту. Тем не менее, теорий и мнений на это множество. Одно из них, например, утверждает заведомую предопределенность хода истории, вытесняющую роль личности на второй план. В таком случае возникает вопрос, а если бы не состоялись исторически масштабные фигуры Аюнского, Аммосова, их единомышленников и соратников, то что тогда? Без них случились бы те перемены, которые были предопределены ходом истории. Вместе с тем заметим, что не в каждой республике рождались такие личности, как Платон Аюнский, Максим Аммосов и их выдающиеся соратники. Нам кажется, что это является достойным и явным доказательством судьбоносной роли таких личностей в развитии истории. Именно судьбоносной, потому что они повлияли на судьбы огромного количества людей, на судьбы целых народов. Немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель считал, что высшим проявлением духа любого народа является государство. Он относил к историческим народам только те народы, которые сумели добиться создания своей формы государственности. Платон, друг мой, помнишь? Я говорил, что сохраню твои стихи до лучших, счастливых времен. Слушай. Да, только так, друзья мои. На нашей народной земле, чтоб всем якутам-беднякам открылись будущие двери. На путь борьбы мы смело встали, будем упорно трудиться, чтоб не сложить старый строй. Где будем драться и где прольется наша кровь? Не все ли равно? Не все ли равно? Земная ширь необозрима. За идеи социализма, за счастливое будущее пойдем в любую даль, закованным хоть в кандалы. И с Родиной, если расстанемся, пламенные великие думы наши, знаю, не угаснут никогда. Платон, друг, да не угаснет пламя слова твоего, да не убудет сила твоя. Платон родился в Татинском Улусе, который издревле славился знаменитыми мастерами устного народного творчества, сказителями Олонхосутами. Татинский Улус был местом поселения политических ссыльных. Их революционные взгляды, идеи равенства, свободы и прогресса будоражили юные умы и сильно повлияли на ум и душу Платона. Пройдет время, и эти идеи станут главными в его судьбе. Странный ребенок. Как только старик затягивает олонхо, тут же просыпается. И до глубокой ночи будет слушать. Разве маленький ребенок может так понимать олонхо? О, я вижу, он станет большим олонхосутом. Это непростое и нелегкое предназначение. Не здесь, не на грешной земле зарождается судьба олонхосута, а высоко в небесах. Удивительно, как вот ребенок, который родился, можно сказать, в такой отдаленном месте, мог вот получить вот такой мощный потенциал для осмысления мира. Вот это действительно счастливый случай. Татинская земля, она богата, видимо, там, может быть, действительно есть какой-то уникальный элемент, который именно таланты рождает.
Когда ребенок рождается на природе и живет, и каждый день видит избу, и дом, да, и я представляю, как вот он уже подрос и ходил в школу, тоже вот вижу эту парту с открывающейся крышкой, да, это тоже счастье, что школа как раз была, да, и что он мог получить вот первоначальные такие знания о мире и о России, наверное, да, о литературе, да, именно в детском возрасте. Эбекке көддөр күттөнне хатарахсанна. Үйрәхтән матырын жегелле. Үтеле. Үйренен үрүнкүн сырдыгын көрөр көп үте булары сотдуну турал. Бес үйремелийде. Тарпыт баранна. Карау аанты. Меха бир үйренер сылбын бүтерен мүтчү дүйерин берт улаханнадыла. Ол үйе тақсар бар бир үттік келес. Үтеле бәкке, үтеле. Үтеуғын төлеуғын. Одари же рыбой почтенное озеро. Молю, камнатчеддедеңі қараған улара харга тохтубат. Кабалай ағартам. Вырасту человеком, смогу отплатить за добро добром. Естеен. Эбәкке, үтеле. Жизнь свою посвящу борьбе за обездоленных, бедных и серых. Как он раскрыл свой талант вот сказителя, будучи еще ребенком, рассказывал Олонхо, да, с импровизацией. То есть это уникально. И природная наблюдательность ребенка, да, его острый ум, да, желание что-то новое узнать, да, и желание изменить этот мир, потому что реальный мир все-таки был немножко не такой. Окончив сельскую начальную школу в селе Черкёх, Платон получил возможность продолжить учебу в Якутске в городском 4-классном училище. Отец Платона, Хочугур Алексей, задавленный беспросветной нуждой, видел в нем своего помощника в хозяйстве. Ему казалось вполне достаточным, что мальчик умеет читать и писать. А мать Платона, Евдокия, мечтавшая, чтобы сын стал образованным и полезным для людей человеком, не стала держать и благословила его к новой светлой жизни. Опять Олонхо пришел слушать. Да, если можно. Отчего бы и нет. Уж этим-то богатством мы сами вольны распоряжаться. Я послезавтра уезжаю в Якутск. Учиться. Ого, сынок, ты пришел с великой новостью. Учеба даст тебе крылья. Мы вот можем лишь предполагать, да полагать из того, что в ум придет. А оно приходит и уходит. Я скоро вернусь и запишу твои сказания, Олонхо. А зачем? Зачем их записывать? Чтобы они не забылись, а сохранились для будущих поколений. Навсегда. Хорошо. Записать слова, конечно, очень важно. Но пойми, в Олонхо, кроме того, чтобы сказать слово, нужно суметь спеть это слово. Да так, чтобы люди заслушались, еще больше прониклись его мощью и глубиной. А это непросто. Но знания, занесенные в книги, оно навсегда. Учись, дорогой мой. Может, станешь образованным Олонхосутом. Это великое чудо. Такого еще не было.
Уже когда он приехал в Якутск, поступил в семинарию, и тут уже новые веяния революционные, идеи о том, что можно все поменять, что капиталисты забирают все у людей, и что есть новые люди, которые придут и дадут бедным людям какую-то новую светлую жизнь и надежду на будущее. Да? И когда он это воспринял, и плюс еще это тоже, в общем-то, важный момент, потому что это еще один, как бы, такой энергетический поток, который он подхватил, и вот уже у него появился вот этот такой большой путь, куда он действительно понес свое искусство. В Якутске перед Платоном открылся огромный мир знаний. Здесь случилось еще одно очень важное событие. Он обрел друга на всю жизнь, Максима. Это же предназначение, понимаете, не у каждого человека, к сожалению, оно есть, и не каждый это осознает, что он родился для чего-то, чтобы сделать в этом мире. А у него вот прямо все так сложилось, что он реально воплощал вот эту идею коммунизма, светлого будущего, что бедняки получат свой хлеб, что они будут жить хорошо, что эта лампочка Ильича будет в каждом доме. К этому их сподвигли политические ссыльные. Это Емельян Ярославский, это Серго Орджоникидзе, это Григорий Петровский. Тесное их общение якутской молодежи, членов кружка «Юный социал-демократ», из которого вышла добрая половина будущих членов правительства Якутии, Совнаркома Якутска АССР. Вот как раз они испытывали как раз очень большое, сильное влияние политических ссыльных, сильное влияние со стороны нарождающейся якутской интеллигенции. Грядут большие перемены. Страна, которую мы сегодня знаем, скоро рухнет, потому что народ доведен до крайности. Все устали от иго самодержавия, чиновничества, дворянства. И власть, она прогнила изнутри. Перемен хотят все, даже представители армии, правящего класса. А это значит, что революции не миновать, она обязательно случится. И тогда стране нужны будут люди, которые смогут вести народ в будущее, которые смогут быстро создать дееспособную власть. И вот таких людей я вижу у вас. Как? Мы же только студенты. Возможно, вы еще молоды, возможно, еще не совсем созрели, но у вас есть честь, совесть, верность делу революции, готовность до самопожертвования служить своему народу и вести его в светлое будущее. Для этого вам нужно учиться, нужно познавать мысли великих мыслителей. Будет трудно, я знаю, но надо, потому что, постигнув эти знания, вы преобразитесь как личности, вы сможете вести народ за собой и находить выход в сложных ситуациях. Емельян Михайлович, нам трудно это принять. Мы же учащиеся учительской семинарии. Пусть революция, как вы говорите, случится, но есть же много образованных, понимающих, подготовленных людей. Из наших тоже дети состоятельных родителей закончили центральные вузы. Они более подготовлены, они разбираются в общественной и политической жизни. А кто мы? Позвольте не согласиться с вашим утверждением. Да, существует класс интеллигенции, обслуживающий нынешнюю власть. Да, возможно, они подготовлены лучше вас. Среди них есть и лояльные, которых мы привлечем на свою сторону в случае победы. Но поймите, они люди старых устоев, старой формации. А почему я делаю ставку на вас, молодых? Потому что вы люди нового времени. У вас абсолютно другое мышление. У вас нет этого гнета, основанного на понятии эксплуатации человека человеком. Вы выходцы из низов народных масс. Вам не нужно объяснять, что такое страдание, угнетение. И при этом всем я вижу у вас изначальную незаурядность, талант. И говорю я это вовсе не как комплимент. Нет, не подумайте. У вас, как я уже сказал, есть честь, совесть.
Это самое главное. Вы способны создать власть, которая будет служить народу, а не кучке богачей. Я верю, что вы сможете повести за собой народ, получив достаточное образование. Вы сможете эти знания применить во благо. Поэтому дерзайте. Я верю в вас. Хорошо, Емеля Михайлович. Мы будем стараться. Услышав весть о революции, пришли в дом Емельяна Ярославского, их учителя, где начали изготавливать знамена, писать лозунги политические. И горожане услышал речи на якутском языке. Наступил судьбоносный 1917 год и для Платона с Максимом, и для всей страны. Вступив в кружок юных социал-демократов, они сделали свой выбор. Февральская революция! Царизм свергнут! В Якутии наступила власть трудящихся крестьян! Бедняков, хамначитов! Да здравствует новая жизнь! Вот революция, она действительно дала Платону Алексеевичу вот ко всему тому, что было, да, вот именно как бы вот новое направление. Я думаю, что все-таки он был счастливым человеком, потому что действительно он как бы все, что он задумывал, он воплощал. Платон Аюнский в 1917 году в августе он закончил Якутскую учительскую семинарию, сразу же поступил на историко-филологический факультет Томского университета. Выехал в Томск, где он вступил в ряды Российской коммунистической партии. Дорогой товарищ Максим, историки говорят, что история создается не из дел отдельных личностей. Хоть будь Карлы Великие, Петры Великие, Наполеоны и Вильгельмы, но тем не менее, как знамя в шествиях и революциях, во всех делах впереди, как демоны, идут всегда отдельные личности, называемые даровитостями, талантами и гениями. Дорогой друг, совершенно беспристрастно излагая прошедшее, настоящее и будущее нашей жизни, тем определенно намечая путь деятельности, во имя чего и кого мы должны жертвовать собой и, зная будущность, должны работать по раз намеченной дороге, покуда истощенной работой, с полным сознанием своего достоинства и полезного существования сойдем раз навсегда со сцены в могилу. Народ, имеющий будущность, поймет, если не при нас, то в будущем нас и по адресу нашему скажет: дорогие граждане, вы были и работали за нас. Спасибо вам. Итак, да здравствует молодой якут в борьбе за право, в работе за благо. О, Балатен видел бы сейчас Платон эту величавую картину, непременно выразил бы в поэтических строках. Когда-то мы хотели вместе поплыть по реке. Не все наши желания исполняются, но они всегда есть. Например, стремиться направить жизнь в нужное русло. Говорят, у Чернышевского была странная привычка рыть в песчаных островах канавки, чтобы застоявшаяся там вода стекла обратно в реку. Освобождение, отпущение на волю, на свободу, могучая сила, сила мечты. Намчане бывало ездили на север, на рыбную путину. Встретил там Алампу. Он долго-долго не отрывал взгляда от водной глади. «Что, друг мой, учишься?» «Домой вот. Тат-то. Там мой друг Платон пишет свои стихи». «Платон, говоришь?» «Молодое, новое поколение». «А, судьба! Кто знает, что она нам готовит?» Сохранились архивные документы. Он там прямо писал, что Якутии, якутскому народу необходима национально-территориальная и культурная автономия, будучи студентом. В период февральской революции вот такие идеи он уже воспринял из якутских большевиков. И в 1920 году начал активно вот эти идеи внедрять на родине. Чем ближе к родной Татте, тем земля вокруг становится все краше и краше, а деревья и травы источают самый сладкий запах.
В грустные городские вечера берет тоска по родным местам, дорогим людям. Больше всего не хватает вдохновения, которые дают вечера Лонхо. А еще не хватает Максима. Узнать бы, как он. Начиная уже с 1920 года, после окончательного установления советской власти, он, засучив рукава, начал как раз вот свою государственную и политическую деятельность. В Якутии, как и по всей Советской России, это развернулась с самого начала революции 1917 года такая вот ожесточенная борьба. Борьба за статус республики была тяжелой и долгой. Огромный край площадью более 3 миллионов квадратных километров был определен всего лишь как район Иркутской области. Были и реальные безрассудные волюнтаристы крайних взглядов, случайно попавшие в руководство Сиббюро. Также поводом гражданского противостояния в крае стал красный террор, организованный тройкой Агеева, Лебедева, Козлова, когда без суда и следствия было расстреляно 300 человек. По его идее переподдержка другого выдающегося политика Исидора Никифоровича Барахова, Максима Кировича Амосова, объявили они амнистию для участников повстанческого движения, которых большевики потом называли белобандитским движением. Притом это и было сделано не раз. По-моему, 3-4 амнистии они спасли многих десятков тысяч якутов от репрессий большевиков и так далее. В этом можно видеть, как он любил, как он бережно относился к обездоленному, полуграмотному своему родному якутскому народу. Возвращаясь к событиям 1921 года, когда еще правил Георгий Иванович Лебедев, была образована конституционная комиссия во главе с Платоном Алексеевичем Аюнским. И эта конституционная комиссия разработала как раз проект декларации прав трудящихся Якутии. Бедные мои земляки, забиты настолько, что не видят и не хотят видеть ничего, что происходит вокруг них. Безнадежность, безысходность и беспросветность жизни породила бессилие, равнодушие и праздность. Такая беда навалилась на них. Что их ждет впереди? Только ли гибель? Нет, они не в силах сами помочь себе. Впервые в этом документе там земля, воды, леса, крупные советские хозяйства объявлялись в ведении будущей автономной Якутии. Это был проект. Недра объявлялись собственностью федерального центра. Степан Максимович Аржаков, ссыльный Веленский и Ефимов стали делегатами 8-го съезда Советов. И там они впервые подняли вопрос о якутской автономии. Москва полностью поддержала якутян. И началась подготовка документов. Самую большую роль сыграл Платон Алексеевич Аюнский. Будучи председателем Якутского губревкома, он разработал первый правовой документ об органе местного управления. Это положение о Якут-губревкоме. И тогда же он разработал положение о землеустройстве. В конце апреля 2021 года на заседании Сиббюро ЦК РКПБ в городе Омске Платон Алексеевич выступил с обширным докладом. И в этом докладе Платон Алексеевич обосновывает, он доказывает, что Якутская область является территориально обособленным царством. И все, что попадает в Якутию, все те, кто прибывает в Якутию, будь то это ссыльные, скопцы религиозные, крестьяне, все объякучиваются. Делает он интересный вывод, а все, что пытается остаться не якутским, оно погибает. Доклад Аюнского, где он выдвинул вопрос о предоставлении Якутии статуса автономной республики, встретил сопротивление. И Сибревком, и Сиббюро этот вопрос делегировали в Москву. Окончательное решение принял Сталин. Исторический документ подписали он и Ленин.
27 апреля 1922 года было принято решение в ЦИК об объявлении Якутской автономной Советской Социалистической Республики в составе РСФСР. А Платон Алексеевич Аюнский был назначен первым председателем Совнаркома Якутской АССР. Проект Конституции, подготовленный по инициативе Аюнского, и статус автономной республики, приобретенный после долгих и упорных споров, сразу потушили пожар гражданской войны, исключив идейную основу белого движения, один из лидеров которого, Михаил Слепцов-Оторов, сказал: «Вы нас победили не силой оружия, а силой мудрейшей политики». В Советской России гражданская война закончилась в 1920 году, а на Дальнем Востоке в 1922 году. До 1922 года она продолжалась. А в Якутии вообще до 1923 года, вот Пепеляевщина. Поэтому имелся очень горький опыт изоляционизма, ну, тут и географическая оторванность, и острая нехватка товаров, это голод по всему Дальнему Востоку. Поэтому вопрос выхода на Тихий океан был поставлен уже в 1921 году Платоном Алексеевичем Аюнским. В тот период Кремлем была принята концепция развития этносов, так называемая политика коренизации, согласно которой бесписьменные народы с низким уровнем культуры должны были догнать в своем развитии центр. Ну, якутов письменность к тому периоду была. Вот эта политика была воспринята положительно, энергично, вот и Платоном Алексеевичем Аюнским, который с головой ушел в реализацию вот этой политики коренизации. Она выражалась прежде всего, это, во-первых, выдвижение кадров, национальных кадров на руководящие должности, вот, во-вторых, привитие вот якутского языка с тем, чтобы его изучали представители других национальностей. В 1917 году тогда уже было принято решение о введении преподавания якутского языка в национальных школах. Если говорить об Аюнском, то прежде всего надо говорить об основоположнике. И как почти все основоположники якутской литературы, это был очень одаренный в очень многих областях человек. Он не только в литературных жанрах, так сказать, был, во всех почти литературных жанрах был великим. Он был, так сказать, и в просвещении, и в здравоохранении, так сказать, и в общем, в такой в общественной жизни он был, конечно, выдающимся человеком. Грядет его юбилей. Я думаю, что в Якутии должна будет широко отметить этот юбилей. Это писатель, который, он и так как бы государством возвеличен, но мне кажется, что он должен быть, ну, просто именно в мировой литературе должен быть известным, должен быть разработан еще вот его мифологический, так сказать, что ли, образ должен быть прояснен вот для мирового читателя, мне кажется, специалистами из Республики Саха-Якутия. Вот, это очень хочется, вот это, чтобы были серьезные очень работы. Elenge ilgelek kallan ürdük örötür ürün kün anlıgar oloqtaq hüyttaq tağ solboqtaq ürün ehetrite üktellaq ürdük nuğay bergehlaq ürün kömistoros kalaq üs ki söllürgelaq üs as berelaq ürün artoyun kün kübey xodun toğu 19 tolurulara oğonağa saatta haymaqtara argahattan tehinna qarangatçılık tılda ayına mığın udağatları köksütten tehinna körbiyotça qaraqtaq kün johon oyutların tustlarından Orta doyduga surak bukatın soğaddağına. Joluskannağı joloğuman kallan allara juratıgar tutumda sağa tutula soğuk. Ağız kartıgasta alamay mağın kallan allara kartıgar karıs da sağa karagata soğuk. Sette siktağ sivitey mağın kallan allara şiger setim de sağa setime soğuk.
gar ne ya bekayım ördü kapıtıgar etüye şu rapıtıgar ölüşken beylere gelir kemlere kemnehen ereller alta kırılaktara allara doydurtan keler kemlere kemnehen ereller di турбута бите. Аюнский изначально был человеком, который находился всегда под каким-то мистическим ощущением реальности. Хотя он, конечно, коммунист, человек, который примкнул к революционным и даже возглавил революционное движение в Якутии. Это стало делом его жизни. И благодаря этому новая власть пошла по очень верному пути и на последующее развитие республики. Но настало время, и он резко отошел от руководящей работы. Сознательно он понял, что ему теперь надо будет заниматься творчеством и заложить основу науки. Якутия вступила в полосу культурной революции. Необходимо на основе марксизма и ленинизма наметить пути развития национальной культуры и национального искусства. Учитывая положение марксизма, что ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разобьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, не должно быть допущено легкомысленного и пренебрежительного отношения к старому культурному наследству, а равно и к специалистам художественного слова. Почему сам член большевистской партии, выдающийся политический деятель, увековечил, возродил в культуре своего родного народа то, которое должно было быть позабыто по программе воинствующих большевистских агитаторов. Это традиционная духовная культура Олонхо и воссоздал образы служителей религиозного культа древних якутских шаманов. В 1931 году он завершил величественные эпические произведения Нюргунбатор Стремительный. Его произведения совокупности нужно дать историческую оценку как планетарного явления. Ну, Вера? Барай барқатахатыр, барам-бараммат барақтақ, көтен көлбөт көтчөқтақ, үлле-түлле тұрар, ұлу тұлақ ұлығырбұт. Улуғырбұт. Тоғыз толығый сәрі, тоғыр ел тұрылыбұт. Ағыз ары чаллақты саңа, араңас чешір анеллыбыт. Чөңірі сүйемпі, дәлін далай, түхәлгі түрттәммет. Вовремя организованная, правильная, очень грамотная и научные экспедиции нам сумели этим самым спасти многие раритеты. Еще тогда они были живы. И вот совсем немного, десяток лет, и все размылось. Новая жизнь
новая вот система образования, она размыла устное народное творчество. И все это могло бы пропасть. И благодаря Аюнскому все это успели записать, успели исследовать с самыми прямыми носителями Олонхо и древних легенд, сказаний. В этом и кроется последующее развитие литературы и искусства. Armağara yalaha barancıdır anların havattanlar. Beler sürtüklerin beri yastılar. İş işleritten imeriyen geldiler. Tastan tarbakların türyen tarayan kebistiler. İstan astırın illerin tahanen ilgen kebistiler. Yürekli hakkatiyer götürsüme götürüydü. Öttük silahı öhülünne. Kıbığı büyete bıstık kayalak bolla. Ömsüylüspüt baraksatlar yıksalıspütünen bardılar. Sırbay tatalay uotunan sıllahan сывыркатlar. Он лично взялся за Олонхо, это судьбоносное. Если бы не он, развитие у нас фольклора Олонхо отстало бы на десятки лет. И смогли ли мы сохранить Олонхо в таком виде, который мы сегодня имеем, это неизвестно. Только благодаря Аюнскому, его решению заняться этим делом, нам дало очень много. Хотя в то время общественная жизнь двигалась в противоположном направлении, в направлении отказа от прошлого, от прошлых достижений, что эти вообще не достижения, а это признаки байской жизни. От этого надо избавляться. Вот и в это время Аюнский своим авторитетом сумел поднять значение устного народного творчества. И благодаря этому наша литература не потеряла корни, многовековые корни литературного осмысления своего бытия. Вся последующая литература, поэзия, драматургия, театр очень успешно развилась благодаря вот этому правильному исследованию. Я так думаю. Развернулось краеведческое массовое движение. Это тоже влияние Платона Алексеевича Аюнского. Общество Сахакискеле имело очень обширные коммуникации с учеными якутской экспедиции 1925-30 годов, с Академией наук СССР, имела очень обширные связи с русским географическим обществом, с зарубежными исследовательскими объединениями. Он имел твердое представление о том, что этот народ древности и, скажем, до 17, 18, 19 веков почти голыми руками освоил огромное пространство Северной Азии. Площадью около 3 миллионов квадратных километров. В то время, когда он создавал это величественное произведение, все культуры человечества, они оценивались с точки зрения европоцентризма. Ну, чтобы разобраться в этом, великий мыслитель, он поступил в аспирантуру, проживая в Москве, 3 года занимался в библиотеках, слушал академические выступления, доклады. То есть он, мне кажется, готовился к новому восприятию человеческой культуры. После защиты кандидатской диссертации, когда он стал ученым, мог и создать не только поэтические, но и исторические сочинения, и это не суждено было ему и сделать.
Выбор пути есть выбор судьбы. Нужно выбрать стоящий путь и посвятить ему всю свою жизнь. Из множества путей Платон и Максим выбрали один, полный риска и опасности, предопределивший всю их дальнейшую судьбу, путь служения народу. С самого начала друзья предпочли одну дорогу, одну судьбу, и гибель их ждала одна – сгинуть в молохе репрессий тоже вместе. Но и восстанут, и вернутся они из небытия, оба вместе. Дорабалахым, сирем кө халахым, эн жоллах мындағыр мен өскен үмітім. Дораба күндалым, кәрі көк күндалым, эн юрың үрдігер бұ күні көрбітім. Өйдебін, бұжікті күлімне сұрсыңа, кыталып кыл баран күн ұрын. Өйдебін, здравствуй, Алас, бесконечно любимый, в травах зеленых босоногого детства следы. Здравствуй, холм заветный, мною чтимый, с вершины твоей я увидел свет вдали. Здесь я вырос, стал человеком, а после был наречен борцом. Сердцем сына накормить грозились враги порой, пугая матушку расправой надо мною. Белый свет, подарившая матушка милая, горькие слезы мои над твоею могилкою. Народу отдам жизнь мне тобой дарованную. Прости, земля, успокоившая душу родную. Мен ем, жеп-жекей, көңілін сытақтыр. Білеген, бұқындал сылам көк нүргір, мен таптыр иеккен. Боры бұл. Бұрақтыр. Бұ күні көрдер біті еккен бұрасты. Ән борың үрдігер керес тұлбын етәбін. Әні піт сүрәққін нароп бар беребін. Бұ үйем сытақтыр. Керес бор. Бұрасты. Случилась репрессия, затронула все области жизни. Не только центральные области, но и отдаленные края, как мы. Репрессию люди воспринимают как-то странно. Они думают, что это как какое-то вот движение, которое во многом непонятно и абсурдно. А на самом деле это была задумка противников, конкурентов в мировой системе. Капитализм увидел для себя очень большую опасность в феноменальных успехах советской власти. И они задумали любой ценой разрушить изнутри эту советскую власть. Была организована серия, не одна даже и не две, серия таких заговоров, в которых участвовали высшее руководство армии и высшее руководство, вообще политическое руководство на самом-то деле. Все мы не воспринимали это всерьез, но в 2000-х раскрылись архивы, и они обнаружили истинное положение вещей, и вышли на первый план историки нового поколения, которые оперируют не прежними журналистскими охаиванием того времени, а просто основанные на истинных документах. И перед нами раскрылась совершенно иная история. История нашего государства начинает раскрываться только теперь. Оюнский и Амосов, и многие их соратники, они стали случайными жертвами
того времени. Это касалось не одного и не двух, а это была глобальная, задуманная заранее операция. Почтенный старец, народ преклоняется пред тобой, внемлет и чтит твой дар красноречия. Ты веришь, что понимание и уважение народа непоколебимо? Язык, как известно, без костей, поэтому не совсем надежен. Уж как прижмет, а слово может улетучиться, как воздух. И мостик прежде крепкий вдруг пошатнется под тобой. Бывает и такое, сынок. Я пришел с необычной просьбой. В старину, говорят, были провидцы. Они могли разглядеть грядущее. Я в тревожном смятении. Мне кажется, что заблудился в сгущающемся тумане времени. Все больше одолевает меня горечь сомнений. Нельзя простому смертному без дозволения заглядывать в будущее. Это большой грех. Но уж если просишь ты, попробуй помочь. Мне кажется, впереди тебя ждет только слава, уважение и поклонение всего народа. Но потом все погрузится в темную бездну беды, мир накроет беспросветный туман, очевидное будет отвержено, восторжествуют оговор и клевета. Худшие станут преследовать лучших. Сила слова, говоришь. А слово может быть сказано не только в добро, но и во зло. И та беда черная облечена будет в слова, произнесена будет и написана тоже словами. О, Платон, вижу, ждет тебя суровые испытания нечеловеческими муками. Тебе суждено пасть жертвой черного оговора, подвергнуться страшным истязаниям души и тела. Olgunan en uluğuna ayı ama tüyüzünü bir bol batağa bitti. Salkanar bitti. Atıvuk alcarha yeden. Но твоя жизнь необычна. Как и все мы, ты умрешь, угаснешь. Но это станет и твоим спасением, твоим бессмертием. Тебе уготовано судьбой
воскреснуть, угаснуть, чтоб вспыхнуть с новой силой. Вот что ждет тебя в будущем. Имя твое будет звучать вместе с именами великих мира сего. Ты навсегда останешься в их бессмертном ряду. Тебе уготовано судьбой бессмертие. Подобно великому шаману, ты явишь миру свое славное имя, свой пройденный путь, после чего воскреснешь навсегда. Станешь великим из великих. Сынок, хоть ненадолго, но ты будешь охвачен горькой обидой, праведным гневом и слепой яростью. Но не надо считаться с мелкими ничтожными душонками. Постарайся оставить обиду, умерить свой гнев, унять свою ярость. Новое поколение не только зрителей, ценителей, но мы ожидаем от нового поколения своих выдающихся писателей. Мне очень хочется, чтобы они воспользовались своим наследством. Наследием Аюнского, Кулаковского, Неустроева, Анемпадиста Сафронова и последующих народных писателей. И чтобы они выдали подобные образцы, которые бы развивала литература на новом уровне, в новое время. И каждое время оно в корне отличается от предыдущего и требует нового осмысления каждый раз. И я очень хочу, чтобы новое поколение прониклось своим выдающимся наследием. Мало какой иной народ обладает таким несметным богатством. Это наша гордость, наша национальная честь. Об этом надо все время говорить, все время писать, но надо переоценка вот этого удивительного явления человеческого духа. Надо знать все-таки, иметь представление о том, какую эпоху он жил и творил. Артатаялатығылар, аниядай дүбітүрдігер, сақақаннатчытыныннігер, сардаңылақ, аны харыбыт, күрәннәқ мәт көрі күрдәммет, күстәқ өлөнілеләммет, қараңылақ қалбайырмет. Да, только так, друзья мои, на нашей народной земле, чтоб всем якутам-беднякам открылись будущие двери, на путь борьбы мы смело встали, будем упорно трудиться, чтоб не сложить старый строй, где будем драться и где прольется наша кровь. Не все ли равно, не все ли равно земная ширь необозрима, за идеи социализма, за счастливое будущее. Пойдем в любую даль, закованным хоть в кандалы, и с Родиной, если расстанемся, пламенные, великие думы наши, знаю, не угаснут никогда. Вот так, Платон, друг, да не угаснет пламя слова твое, да не убудет сила твоя. Итак, Эринемин.